опекунов. И вот так естественным отбором создавались свои клановые структуры. А потом по деловым качествам я их по одному вышибал, это окружение. Так, не показываешь, пошел вон. И все знали, что я места не продавал и не давал продавать и покупать. Что он пришел сюда, значит, по доброй воле, и с него будет спрошено по государственному, и тогда начинал работать. Я его заставлял силой работать. Когда начинают теракты чеченцев на территории России? Террор – это самое последнее дело для государственного ранга, тем более. Для человека это террор, это последнее. А чтобы его возвести в ранг государственной политики, это вообще надо быть, значит, параноиком. И стоит ли и мне, и моему правительству, и нашему молодому государству опускаться до уровня российского руководства, отвечать на террор. Но сейчас сложились реалии такие. Почему-то, если совершается террор, диверсии, провокации, ложь, насилие над чеченским народом великодержавной России, то это неизвестно, как называется. Борьба с мифическими бандитами. Но если эти действия переносятся на территорию России, сразу пропаганда российская идет, вот террор, чеченский террорист, дудаевский террор. Я заявлял, еще заявляю, что перенесение военных действий на территорию России не только не является террором, а является уже закономерностью, и даже не зависящей от меня. Хочу я того или нет. 300 тысяч мужчин от 17 до 50-летнего возраста, оставшиеся без крова, без средств к существованию, без работы и вообще без права на жизнь, которые приобретают вот уже несколько лет исключительно одну профессию военного, войны. Мне удержать никаких сил в этом пятачке уже нет. Эта война имеет и будет иметь далеко идущие последствия и продолжения. И поведение России, руководство России, которое пытается сейчас старыми меркантильными интересами и привычками руководствоваться, вот где сейчас, вот чеченцев, значит, выгонят с городов, вот они сейчас пойдут в горы, в горах мы их авиацией добьем. Наши сыны очень хорошо умеют воевать в городах. От гор мы уже отвыкли, а вот в городах воевать умеют блестяще. Я откровенно говорю, нам нужно продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией, дотла, но вместе с нами сгорит и Россия. Или мы вместе будем выходить из этого положения, которое навязала Россия. Середины между нами нет. Шанс, где Россия могла опомниться, почти уже уходит. Почти уже выходит из-под контроля. И ядерную бомбу, которую я говорил, которую сама Россия провела, это то, что как только эта ситуация выйдет из-под контроля моего, тогда пусть трепещет Россия. Я посмотрю, как защищают российские военные свои города, которые они крушат с такой яростной силой у нас. И населенные пункты. К счастью России и мира, сегодня еще ситуация контролируемая. Управляемый процесс полностью. Но я нисколько не буду огорчен, что если этот процесс будет выходить из-под моего контроля. Нисколько. А сколько эта война будет длиться? Если и найдет какое-то временное притушение, то эта война заряжена лет на 50. Она сейчас будет перерастать. Масштабы ее будут расширяться, тлеть она будет долго, очаги тления будут развиваться все дальше, шире, шире, шире и больше. Значит, наверное, до тех пор, пока Россия как государство перестанет существовать. Чеченцы борются за свою свободу уже 300 лет. В чем секрет непокоренности чеченцев?
Чеченский народ не создан для рабства. От природы, от Всевышнего, от Бога. Вот создан народ не быть рабом. Тем более такой политики грязной, гнусной, человеконенавистнической. Но какой народ, какой человек вытерпит такое насилие, уважающий себя? Геополитическое положение Кавказа, вне всякого сомнения, источник цивилизации земного шара, земной жизни, духовный потенциал, нравственный потенциал, природный потенциал. Все это не позволяет чеченцу, чеченскому народу, как этническому, корнями привязанному к этому Кавказу, быть в рабах. Спасибо за интервью. Спасибо и желаем чеченскому народу успеха, и чтобы все желания чеченского народа сбылись. Да. Истуги Палон, истуги. Aitäh. А есть ли такая возможность, что если долго длится эта война, что вот, например, пища кончается, что будет нехватки пищи? Значит, нехватки пищи в самой природе не заложены. Нехватка духа, вот это вот дефицит. На этой земле умершего с голода не знает история веков и времен. Если есть дух, значит, войну можно вести 100 тысяч лет. Если его нет ни одного дня, можно завалить все столы пищей и от обжорства умереть. Приятного аппетита. Истуги Павел, истуги. Aitäh.